Елена Воробей на зимних каникулах побывала в цирке не по работе, а для души, в качестве семейного отдыха. Но удержаться от шуток юмористка не сумела. К фото со знаменитыми дрессировщиками Елена придумала несколько смешных подписей. «Братья Запашные приступили к дрессуре воробья, так безопаснее». Или «Воробей в руке лучше, чем утка под кроватью». Зато артистка на полном серьезе выразила свое восхищение представлением, а также тем фактом, что абсолютно все зрители в зале были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Стас Костюшкин признался в своем инстаграм-аккаунте, что он на новогодних застольях, как и многие из нас, вдоволь отъелся оливье, винегретом, салом, бургерами и конфетами. Правда, на его физической форме это никак не сказалось. В свои 49 певец выглядит образцовым атлетом. Стас никогда не увлекался алкоголем и курением, придерживался здорового питания, с юности увлекается спортом. Сейчас в расписании Костюшкина 5 силовых тренировок в неделю. Неймар показал главных женщин своей жизни. Да, их сразу две и обе красавицы. Один из лучших и богатейших футболистов мира, известный Ловелас. Но в данном случае бразилец показал себя совсем с другой стороны. На снимке он нежно обнимает маму Надин Сантос и сестру Рафаэллу. Кстати, обе близкие родственницы футбольной звезды, как и он сам, популярные инстаблогеры. Сергей Лазарев зимние каникулы проводит на жарком Бали. Популярный российский певец с удовольствием наполняет свой аккаунт в соцсети яркими фотографиями и долгими рассуждениями на тему самопознания, медитации, единения с природой, восточной культуры. А в самой свежей публикации, похоже, наконец расслабился. Лазарев представил общественности свою розовую рубашку в ананасах в тон закату на берегу моря и заслужил множество лайков и лестных комментариев от фанатов.